Судьбу Сыктывкарского чемпионата мира по хоккею с мячом решат 1 декабря на Конгрессе Международной Федерации банди. Ситуация с пандемией в стране и в мире остается сложной. Тем не менее, Минспорта Коми будет настаивать на проведении мирового турнира в ранее запланированные сроки. Реконструкция республиканского стадиона завершается, и в конце января следующего года он будет готов принять ледовые дружины. Алексей Корчма знает подробности. «41-й чемпионат мира по хоккею с мячом стартует через 68 дней. Это будет самое масштабное, самое крутое событие к столетию Республики Коми. Еще никогда раньше Сыктывкар не принимал турниры экстра-класса, но скептики сомневаются. Коронавирус в стране бушует, да стадион еще не готов. А часики-то тикают. Для республики отстроить стадион – это уже дело чести. Глава Коми Владимир Уйба собирает оперативный штаб каждую неделю. Проблем с поставщиками и рабочей силой нет, говорят подрядчики сербы. 536 человек работают в 3 смены. Из конструктива осталось только смонтировать навес южной трибуны. Как вы видите, это уже проводится активно. До конца декабря полностью будет готово. Мы не видим никаких рисков, так как все оборудование у нас поступило на объект. Здесь все материалы уже привезены и не видим рисков никаких. Кроме этого вируса, если что-то, который с самого начала нас тут активно мешает нам. Наружные работы завершены на центральном и запасном полях. Ранее установлены все мачты освещения. Проведено электричество и тепло. Продолжается монтаж кресел на зрительских трибунах. Внутри идет отделка помещений. Готовность объекта 85%. Основные строительные конструкции, в принципе, уже закончены. Да, самый большой объем работы. Остались, по сути, это внутренняя, наружная отделка, фасады доделать. Из основной конструкции это вот металлоконструкции на южной трибуне. То есть отделка, наружная и внутренняя, это работы такие, которые довольно-таки быстро очень делаются, и стадион меняется буквально, скажем, днем. То есть если вы придете недели через 2, тут будет совсем другая картина. Поэтому нет, я думаю, никаких рисков нет. Стадион будет готов к 29 января 2021 года, как это и предусмотрено контрактом. Причем не только главная арена, но и запасное поле, которое станет достойной тренировочной площадкой. Приятный бонус – трибуны под навесом и электронное табло. Необходимые средства для этого в бюджете есть. Своевременно работы принимаются, свидетельства оплачиваются. Поэтому, если честно, я панические настроения, связаны с тем, что все пропало, стадиона не будет, я их не разделяю. Я считаю, что объект будет завершен в сроки, не вижу рисков. Наши коллеги с Минспорта с нами сейчас в прямом непосредственном диалоге, и мы уже с ними обсуждаем вопросы последующей эксплуатации данного высокотехнологичного объекта. В региональном Минспорта действительно уже просчитывают варианты использования спортивного объекта после завершения чемпионата мира по хоккею с мячом. Очевидно, на новом стадионе будут все условия для развития и других, в том числе олимпийских видов спорта. С таким стадионом однозначно хоккей с мячом должен по-хозяйски на него зайти. Ну, что же делать? Возможно, это будет новый старт интереса к этому виду спорта. Мы надеемся на большое количество международных и всероссийских мероприятий на нашем стадионе в связи с этим. Под этот же стадион мы общаемся от начала от новых направлений, таких как шорт-трек, заканчивая хоккеем, фигурным катанием. И, собственно, в этом будущем рассматривать совершенно различные варианты. Но я однозначно уверен, что он будет полностью забит на 100%. Инфраструктура стадиона даст нам огромное количество хороших помещений для качественной подготовки, комфортных условий, того, что многие виды спорта сейчас здесь не имеют. Но пока что максимальное внимание предстоящему чемпионату мира. Единственное, что может спутать планы – непредсказуемая ситуация с коронавирусом. В Иркутске, где отстроили огромный стадион «Байкал», подобное уже проходили. Турниры этого года сначала перенесли с весны на осень, а затем из-за отказа Федерации Германии и Швеции вовсе отменили. На самом деле здесь мы не контролируем процесс. Как вы знаете, 1 декабря будет Конгресс Международной Федерации хоккея с мячом. Я думаю, именно на этом конгрессе будут уже так серьезно проработаны вопросы возможности влияния этой пандемии на наш чемпионат мира в том числе. Мы однозначно будем на нем присутствовать, чтобы этот вопрос контролировать. И мы ведем постоянные консультации с президентом Международной Федерации хоккея с мячом. И я абсолютно уверен, что чемпионат мира будет. Если будет вопрос в сроках, которые перед нами поставит Международная Федерация, то будем тогда оговаривать уже дополнительные сроки. Я не вижу рисков, что он будет, предположим, отменен.
Завершение реконструкции республиканского стадиона ждут и болельщики сыктывкарского строителя. Профессиональная команда второй год вынуждена играть без домашней арены. В прошлом сезоне с трудом наморозили лед на Эжвинском спорткомплексе «Бумажник». Ну а в этом приходится проводить домашние матчи на резервном поле в Ульяновске. Специалисты говорят о том, что где-то к концу года Россия выйдет на плато, значит, по ковиду, а потом дальше пойдет снижение. И поэтому это заявление вселяет очень большую уверенность в том, что, несмотря ни на что, значит, чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре состоится. Тем более, что у руководства республики, у Министерства спорта и у болельщиков нет пока никакого сомнения в том, что этот чемпионат проведется. И эти, скажем, наши чаяния подтверждает и сама федерация, Международная федерация хоккея с мячом, которая говорит, что планов по переносу игр чемпионата мира в Сыктывкаре в другой город не имеется. Федерации хоккея с мячом России нам подтвердили. Соглашение с республикой подписано, взносы оплачены и никаких планов об отмене, переносе сроков или места проведения мирового форума по бенди у них нет. Остается дождаться вердикта Конгресса Международной федерации хоккея с мячом, который пройдет 1 декабря в онлайн-режиме.